Більше тисяча суттасна неминучая збиредем вила інвестпрограмма ЕС. Та его заводючи збій кусадем ящань. Республикан та ЛОС кыч дияс да провод яс вила лым шибдем весна. Лом теряс венесне удье ставьоры своз юралышлы. Та илыш вишталыс юрган телеканалын вешка для неадури правительства он вешка для свежищ, чем министр Владимир Казаков. Пашка ЖК Татьяна Супряткина. Выльвуща каникул яздыри поводя юна ышнящис шон дедла свичущтама кыч дедас быдлаган заводит лис би кусавны ез норащисный йона социальный вез ясын. У нас в этом году какая-то аномальная зона произошла над Коми. У нас одновременно и морозы, и изморозь, и потом резкая оттепель, потом снова морозы. Мы показывал прямо вот на видео, понимаете, вот эти громовые вот эти провода, которые поверху идут, они в диаметре по 5 сантиметров. Ну, то есть это вот такой нарост. Соответственно, провод у нас под этим снежным покровом от тяжести прогибается и коротит на другие провода. Поэтому было принято решение. То есть, во-первых, соответственно, где у нас по самому проблемному участку, это вот село Дутово, то есть предпринять здесь некоторые меры по, так скажем, не ликвидации, наверное, а убиранию, наверное, вот этих проводов, которые могли бы послужить очередной причиной. Во-вторых, обязательно необходимость там была наличие дополнительных у нас бесперебойных источников питания, РИСЭ, которые могут в случае чего моментально быть запитаны и подпитывать в том числе и электроэнергию в необходимом поселке. Воджун тача мычед ясы сымын лон вылын кыптылысны, сыны и медью на джонь тащисны. Теперь мы поняли, что, так скажем, направляя все деньги в одно место, да, мы забываем о остальных. И здесь вот у нас и показало во всей, так скажем, красе, да, что вот не обращая внимания на определенные участки, мы там тоже получаем такого же рода проблемы. Поэтому будет краткосрочная программа, срочная, она порядка 300 миллионов, там будет техника закуплена соответствующая, потому что, как мне вот Дмитрий Валерьевич объяснял, что там, где они под Дутово находились, там даже вездеходы вязли, и от такого мороза там доходил до минус 47-49. То есть даже невозможно было позвонить по спутниковой связи, то есть даже телефоны не работали. Вот такая ситуация там была. Поэтому они всю технику закупят, я думаю, обеспечат. Ну и, соответственно, мы со своей стороны тоже в Минэнерго России направим о том, чтобы они увеличили инвестиционную программу Россетей, это как от лица республики. Выльвощань, первичный звено учмедики аслакутасна вештаны соттат щем, тырмасы республикалын тавылы колана деньга асью ащуны врач яс. Всем сотрудникам первичного звена здравоохранения, да, действительно предусмотрены выплаты. Сколько помню, где-то они разнятся у нас от 4,5 до 18 тысяч, в зависимости от, соответственно, и должности, квалификации. Эти денежные средства выплачиваются из федерального бюджета. Они будут через фонд обязательного медицинского страхования перечисляться в новый фонд, который образован с нового года. Это фонд пенсионного и социального страхования. И уже этот фонд будут администрировать. И, соответственно, я так понимаю, что в заявительном порядке они уже будут перечислять. То есть здесь все движения денежных средств происходят помимо республиканского бюджета. Соттасна бюджетники аслы учдон от казна вот и сво оскона мында мущурда биарувлы дон я свежлащим весна. Если немножко вернуться в 22 год, у нас 1 июля был повышен МРОТ. Да, первый раз, да, и с Нового года еще немножко его повысили. Было тогда, знаете, непростое решение. Мы еще не понимали, как у нас будет складываться текущий бюджет. То есть еще на тот момент было, так скажем, двояко. Вроде мы понимали, что экономика держится, но не понимали, какие дальше будут у нас еще санкции в отношении Российской Федерации применены. Там уже звучали вопросы по ограничению и поставки нефти, ее потолок по ее цене. И, соответственно, так как мы, республика, как раз основные налоги у нас от нефтегазового сектора, то есть мы понимаем, да, что если конъюнктура изменится, то мы стремительно, конечно, по доходам можем просесть. Глава республики принял на тот момент решение о повышении всем бюджетникам на 10%. Ну, чтобы понимали, на тот момент приняло решение всего 2 субъекта. Да, это непростое было решение, потому что мы понимали, я сейчас о сумме в целом не буду говорить, насколько она увеличила тем самым затраты, но это порядка 2 миллиардов рублей в целом. Да, и, соответственно, мы понимали, то есть до конца года уже мы тем самым обеспечили увеличение заработной платы для всей бюджетной сферы. И, соответственно, эта же сумма уже заложена на 2023 год. Не так давно было опубликовано, что у нас Республика Коми по северо-западу занимает 3-е место по уровню заработной платы.
после Санкт-Петербурга и Мурманской области, которая находится полностью в арктической зоне, то есть у нас с повышенными коэффициентами. Наша заработная плата средняя, да, установлена на уровне 63 тысячи рублей. То есть считаю, что это достойная такая конкурентоспособная заработная плата для бюджетной сферы. И по уровню, наверное, 2023 года мы определяем где-то ее, наверное, повышение до уровня 68 тысяч рублей. Ескоса бюджет став муниципалитет Лоис бур отсыган. Бырья некомоново Лоевичема сымында мы эзартмов некомында своон. Тавовала проекты с эчажик бурьема нощемы сколис важмозыс эс чинтуны гагырвода щем министр. А войчема таджи сывыс намедом став проект сыпожис тырвые пыртны олымы. Тод вылынкутымын мы ставыс бырья кады йона долчалыс. Татьяна Супряткина, Юрган, телеканал.